Прибытие иконы и частицы мощи почитаемого православного монаха Сергия Радонежского в Грозненском аэропорту встречает большая представительская делегация. В нее вошли русские и казачьи общины, представители правительства, руководители министерств и ведомств. Православные верующие нашей республики могут приложиться к иконе и помолиться, попросить за себя, за близких родственников, за республику вместе с епископом Махачкалинским Грозненским Варламом. Икону и частицу мощи Радонежского сразу же доставили в Грозненский храм Архангела Михаила, куда прибыли сотни православных жителей со всех районов республики. Сегодня в храме практически нет свободного места. Прикоснуться к иконе верующие приходят целыми семьями. Приехали поклониться иконе Сергия Радонежского. Люди за несколько тысяч километров едут, а она к нам сюда сама прибыла. Так что этот день никак нельзя было пропустить. Чтобы доставить православных жителей в столичный храм, по поручению главы региона был выделен специальный автотранспорт. Тех же, кто приехал издалека и решит остаться до конца службы, обеспечат ночлегом. В России в этом году отмечается 700-летие Сергия Радонежского. Это один из наиболее почитаемых святых в России. Он известен тем, что благословил князя Дмитрия Донского на битву на Куликовом поле, где мы одержали победу. Очень примечательно, что визит иконы Сергия Радонежского с частицей его мощей, это очень редкое такое явление, начался с города Грозного. Это говорит о том, что руководство православной церкви уделяет огромное внимание Чеченской республике. Икону и частицу мощи Сергия Радонежского на Северный Кавказ доставили впервые. В Чечне она останется до завтра, в отличие от других субъектов, где они пробудут всего несколько часов. Уже завтра прикоснуться к реликвиям смогут православные жители в Ингушетии. Динара Мурадова, Муслим Кипаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости.